В Алдане продлены сроки месячника по санитарной очистке города. Решение о сдвиге принято из-за погодных условий. Где-то еще лежит снег, в других местах нет подъездов для техники. Впрочем, не природа виновна в деяниях человека, который мало обращает внимание на место, в котором он, собственно, живет. Тему продолжит Руслан Павлов. Очередной выезд административной комиссии, следящей за санитарной очисткой, начался с территории организации, которая относится к сфере коммунального хозяйства. Возле конторы общества гора пакетов с мусором, которые скопились не за один месяц. Да и мусорный бак стоит так, что к нему не подобраться спецтехники. Мы проводим рейды для того, чтобы привлечь как можно больше организаций к вывозу и уборке своей территории. К сожалению, не все это понимают, и приходится применять также меры административного воздействия на нерадивых. В том числе можете обратить внимание, как убрал свою территорию теплоэнергосервис Алданский филиал. Насколько серьезные штрафы? Вплоть до 250 тысяч рублей. А вот баки для твердых отходов возле многоквартирника. Видно, что жизнь кипит в этом доме, а уборщики мусора не успевают за ними убирать. Кроме множественных отходов жизнедеятельности, здесь виден крупногабаритный мусор, вывозом которого должны заниматься его хозяева. Парадокс, но для транспортировки новой мебели мы заказываем машину, чтобы ее привезти, а потрудиться вывезти ее на свалку – вопрос не по адресу. Где-то, особенно весна, потеплело, почистить сараи, где-то что-то. Увеличивается объем мусора в выходные, безусловно. Машины просто не успевают. А это место до недавнего времени являлось неофициальной смотровой площадкой. С этого пятачка в микрорайоне Солнечный открывается достойный вид на город. Однако достойной не назовешь саму площадку. Кроме бутылок и банок, которые оставляют здесь любителей красивых видов, кто-то вывалил на площадку шлак из котельной. Порывшись в мусоре, члены комиссии нашли виновника. Мы нашли бумаги, которые подтверждают, чей этот мусор. Это ЖДЯ, железной дороги Якутии. Вот четко видно штамп синий, да? Да, конечно. В общем-то, это деяние попадает под статью 8.2. Нарушение правил обращения с отходами, как несанкционированная свалка. А это уже территория фирмы, собирающей металлолом. Дело вроде хорошее, люди очищают город от ненужного железного хлама, и все бы ничего. Но пункт приема находится в непосредственной близости от реки Артасала, то есть в природоохранной зоне. Бороться за чистоту надо. Вопрос, какими методами и силами. Пока же очевидно, что методы неэффективны и сил недостаточно. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан.